В мире кино случается всякое. Здесь происходят самые большие чудеса. Животные умеют говорить, человек умеет летать и превращаться в кого угодно, а ребенок ловит преступников. Кинематограф был изобретен в XIX веке братьями Люмьер и стал крайне популярным уже в веке XX. Слово «кинематограф» от греческого означает «движение», «изображение», то есть отрасль человеческой деятельности, заключающаяся в создании движущихся изображений. Влияние кинематографа на культуру и искусство бесспорно. Высказываются даже предположения о значимости влияния кинематографа на политику и экономику. Во многих странах киноиндустрия является значимой отраслью экономики, например, в таких как США, Индия, Бразилия, Аргентина. Производство кинофильмов сосредоточено на киностудиях. Фильмы демонстрируют в кинотеатрах, по телевидению, распространяются на видео в формате видеокассет и DVD-дисков. Углубляясь в эту тему, невольно возникает вопрос, может ли быть хорошая киностудия в Чеченской Республике и какие плюсы получило бы чеченское общество в этой неизведанной сфере. На эту тему мы побеседовали с известным чеченским актером Мусой Дудаевым, сыгравшим свою первую роль в советском фильме «Белое солнце пустыни». Тогда Мусе было 32 года. Все запомнили чеченца в образе красноармейца Рахимова. Документальные фильмы, художественные фильмы, историко-художественные фильмы, историко-документальные, ну, все можем. И клипы, и рекламные фильмы. Все входит туда, чем будет заниматься киностудия. Для этого утверждается устав. Регистрируется в Минюсте Чеченской Республики. Называется эта киностудия, как хотите называйте. Все, киностудия есть. Мне нужны деньги и специалисты. Специалисты есть, скажем, вы есть. Оператор есть. Ну, примерно я говорю. Профессиональный оператор. Идите сюда ко мне на киностудию. Я заключаю с вами договор. Вот снимается этот фильм, вот сценарий. С какой стороны ни смотри, но чеченское кино – отличный способ заявить о себе по всему миру, довести до людей культуру, обычаи и традиции чеченцев. Да и просто доказать, что нет такой сферы, где чеченец не смог бы проявить себя как грамотный специалист. Ведь есть же в числе наших соотечественников лучшие врачи, хирурги, адвокаты, руководители крупных компаний. Так пусть же вся планета знает, что чеченец – это прежде всего дружелюбный, гостеприимный человек, который чтит свою религию и уважает старших. Открыв свою киностудию и снимая фильмы об истории чеченского народа, о его самобытности и, конечно же, о прекрасных реалиях сегодняшнего дня, мы не только сохранили бы историю для подрастающего поколения, но и стали бы частью мира большого кино, лишний раз подчеркивая этим, что чеченское общество стало на путь созидания и процветания. Пусть не обижается на меня никто. Если он хочет снимать фильм, у него есть деньги, чтобы не якать, что я снял фильм, я сделал. Пригласи специалистов. Ты в титрах будешь обозначен. Это твой фильм, это твоя студия, это все то. Но вот если мы будем наводнять республику частными студиями и всякими клипами, рекламными клипами, называя их фильмами художественными, то мы скорее убьем вкусы, эстетические нормы киновосприятия у зрителя. Не то, что, скажем, духовные нормы. Чеченская республика последние десяток лет была центром внимания мирового общества в плане двух кровопролитных войн, развития терроризма и разгула ваххабизма. В течение этих 10 лет слово «чеченец» и «Чечня» всегда было тесно связано с бандитизмом и жестокостью. Даже в фильмах, снятых российскими режиссерами, образ чеченца всегда представлялся в виде дикаря, который, кроме как резать и стрелять, ничего собственно и не умеет. Все мы прекрасно помним, как нелегко приходилось чеченским студентам, учащимся за пределами Чеченской Республики, быть под прицелом пристального внимания со стороны милиции и спецслужб, когда при этом не было ни малейшего намека на причастность к участию в НВФ и в то же время учиться в вузе. Нужно сказать, что чеченская молодежь прошла все, что в жизни может случиться страшного и негативного. Но, как говорил великий прорицатель, мудрец и пророк царь Соломон, все проходит, и это пройдет. Так и произошло. Прошла война, Чеченская Республика вернулась к мирной жизни и расцветает всеми красками. Однако стереотип чеченца, заложенный в умы граждан нашей страны посредством кино, все же лечится не сразу, а лишь постепенно.
Первый чеченский фильм «Хиро. Отчуждение» стал началом новой истории в мире чеченской киноиндустрии. Продюсеры фильма Беслан Терикбаев и Заур Вакуев, которым и принадлежит авторство данного проекта, считают, что именно таким способом мы можем исправить неправильное представление о чеченском народе. Начальник Шпац, они не знают, как это, чеченцы, да? Местные чинуши. Нет, да, чеченцы, да. Фильм снимаете? Ну да, фильм снимают. Даже... Это у него в голове не укладывается. Да, не укладывают. Они думают, что мы только... Да, что мы умеем только убивать и строить. Да, и мадрица. Беслан и Заур являются студентами Астраханской государственной медицинской академии. Как рассказывает Беслан, подготовку к съемкам «Отчуждения» они начали еще в 2006 году. Беслан и Заур приехали в Грозный в поисках талантливых ребят. Так они и познакомились с Денисом Табаевым, композитором-аранжировщиком, эстрадными исполнителями Ахмадом Джабраиловым и Миланой Балаевой, а также с вице-мисс конкурса «Краса Чечни-2006» Джанорой Хазуевой. Что касается режиссуры, то этим занимался наш бывший соотечественник, ныне гражданин Голландии с необычным именем Берс Эдис. Профессии режиссера он обучился в Голландии. Скрытый смысл, интересно, они бы восприняли, чем по телевизору будут годами один сидеть, даются, но это, говорит, надо так, надо. Ну, неинтересно молодым, они интернет любят и фильмы. Правильно? Да. Лучше всего, да, выражать это. Да, а поток мусора, вот это кино, здесь снимаются, вот эти сериалы, они развращают Малайзию, постоянно главный актер курит, пьет, там, это считается, там, это кидает, там, это нормально у них, да? И это возведено в ранг подвига. Да, ранг подвига, и они считают, что это, да, романтика какая-то, я не знаю. Да, там, и сосвой, да, смелый, Россию, да, мы не можем запретить. Но мы через свое искусство показать можем. Хотя бы один фильм в год, если мы противовес будем ставить, который в нашем фильме будет толерантность, не будет никаких, например, российские недобросовестные режиссеры, Швейхель, Лоц, Кинош, нацизм полным показывает нас дебилоидами с огромными вот этими бородами, бегают по всем горам и делают только зло. А истинных чеченцев, которые действительно героев, например, там замалчивают в лучшем случае. Да, там Духмабелович, и строители, и руководители наши, и поэты, и человек, который придумал вот этот мотор внутреннего сгорания, когда радар, видите, машины. Чеченец придумал. Да. Придумал. Сотовые телефоны созданы на базе открытия чеченцев. Да, конечно. Да. Самый молодой доктор медицинских наук России чеченец, например. Самый молодой герой России чеченец. Да. На вопрос о том, что было для них самым трудным во время съемок, Беслан отвечает, что нелегко было одновременно учиться азам актерского мастерства, организовывать съемочный процесс и сдавать сессию в Астраханской государственной медицинской академии. Это не для того, чтобы там что-то... Нет, если бы я рассчитывал деньги на это, меня дома ругают. Меня все, Карин, чухцухуич, семья его, там, кайвержит, там, иду, Карин, док, что, ицун хуич, дух, дал свидетель, копеек, цуна, хулушат, это очень дорогое удовольствие. Да, кино это дорого. Очень дорогое удовольствие. Классное кино, то тем более. Да, но тем не менее, дуэлся дича, сам хердац. Харвай гук, нохчей чуар, того, что сам дуэлся дина, из-за хердацев. Чеченский кинематограф делает свои первые шаги, но у него есть все предпосылки для успешного развития. Опытные старое поколение, талантливая и патриотичная молодежь и руководство республики, которое понимает, что лучше нас самих о нас никто не знает. Следовательно, донести до мира истинный образ чеченца дано только им самим. Вот сидит, кто бы ни был, сытый, довольный человек, кушает, стол у него, и он куда смотрит, смеется. Ха-ха-ха-ха, весь такой. Заразительно. 5 минут, 6 минут смеется, он заражает, и мы начинаем смеяться. Потом кадр потихоньку переходит на лед, на котором барахтается голый ребенок. Он с этого ребенка смеется. Какая сила кино.
мы сразу поймем его внутренний мир.